Добрый вечер. В эфире новости Осетии. В студии Валерия Кузаева и коротко о главном. Нужно активно поддерживать бизнес, создавать рабочие места и создавать комфортный климат. Ситуация на продовольственном рынке стабильна. Борис Джанаев поручил продолжить мониторинг цен на социально значимые продукты и лекарства. Какие еще темы обсудили на заседании Оперштаба? Композиции очень яркие и красочные. Мне все очень понравилось. Национальные мотивы и трогательное исполнение. В Северо-Осетинской государственной филармонии прошел концерт для беженцев из Донбасса. Тренировались, мы старались выступить хорошо. Упорные тренировки и первые победы. Вот уже 4 года школа эстетической гимнастики «Аделиком» растит ярких и самобытных спортсменок. На заседании Оперштаба обсудили ситуацию на продовольственном рынке. По словам министра экономического развития Заура Кучиева, скачок цен из-за ажиотажного спроса локализировали. Он постепенно возвращается в привычный режим. Федеральные сети, представленные в республике, активно наращивают товарные запасы в магазинах и распределительных центрах. Также сельхозпроизводители Ростовской области начнут прямые поставки в Северную Осетию. Речь идет о подсолнечном масле, крупах, семенах. Товары будут поступать на наш рынок по ценам изготовителей. Это прогнозируют специалисты. Положительно скажется на динамике цен. Борис Джанаев поручил наладить аналогичную работу с Краснодарским и Ставропольским краями, а также ежедневно мониторить цены на социально значимые товары, лекарства и контролировать ситуацию с тарифами на пассажирские перевозки. Особое внимание премьер уделил секторам экономики, оказавшимся под санкционным давлением. Нужно активно поддерживать бизнес, создавать рабочие места и создавать комфортный климат для ведения. На федеральном уровне разработано много очень мер, направленных на поддержку различных отраслей экономики. Это очень хорошее подспорье, серьезное подспорье. Хотелось бы, чтобы мы активнее эти меры поддержки применяли на территории нашей республики. Сегодня же Борис Джанаев с рабочим визитом побывал в Моздокском районе. Он проинспектировал строительство школ, детского сада и реконструкцию парка Победа, а также обсудил с руководством района текущие проблемы и перспективы экономического развития. Слово Алане Тамаевой. В селении Кизляр живут больше 12 тысяч человек. Здесь есть 2 школы, но они давно переполнены. Многим детям учиться приходится в Моздоке. Новая школа на 500 мест решит проблему. Сейчас она готова на 50%. Возникли проблемы с финансированием. Необходимо еще 242 миллиона рублей. В условиях санкций не могут закупить и оргтехнику. За помощью в федеральный центр обратился глава республики Сергей Миняйло. Одобрение есть. И самое главное, сегодня нам нужно получить документы, то есть ПСД, и чтобы мы уже по новому плану мероприятий пошли для завершения вот этого объекта. Ну, не раз говорилось уже об этом. Вот тогда вот примерно когда мы получим документы, чтобы уже понятие было. Если мы до конца этой недели получаем коммерческие предложения, нам для оформления понадобится максимум еще 1 рабочая неделя, и мы сдаем экспертизу. После праздников, чтобы где-то у нас был результат, там, может быть, во второй, в третьей половине декады, там, мая. Еще один нужный Кизляру объект – детский сад. Его начали строить в августе прошлого года. Сейчас на завершающей стадии. Сдавать планируют в мае. Все оборудование закупили. В июне мы закончим с оформлением документов по вводу объекта в эксплуатацию и передадим уже, конечно, балансоводержателю. То есть с начала нового учебного сезона детский сад будет функционировать. Строится школа и в станице Черноярская. Большую часть работ здесь выполнили, но также возникли проблемы с финансированием. Из-за подорожания стройматериалов не хватает порядка 30 миллионов рублей, чтобы сдать объект. Нужные документы подготовили и отправили на экспертизу. Мы пошли навстречу подрядчику. Сейчас идет процесс увеличения авансовых платежей. Пока он будет готовить материал, обосновывать его в экспертизе, и мы будем заявляться в Минпрос Российской Федерации по увеличению стоимости. Увеличим аванс подрядчику, чтобы он мог продолжать строительно-монтажные работы по объекту. В
Учебное заведение возводят рядом со старой школой. Здание историческое, ему больше 100 лет. Учатся тут около 140 детей. Здесь по-прежнему качественная крыша, полы, летом прохладно, а зимой тепло. Сделана школа на совесть, говорит директор. Это все осталось с 1911 года. Полы свои, окна свои. Я бы хотела, чтобы и та школа никогда бы не портилась, новая школа, чтобы она тоже сохранилась на долгие годы. По пути в столицу района проверили ход ремонта дороги Моздок-Прохладный. Уже заменили 10 километров полотна, еще 5 будут готовы в этом году. На следующий год у нас предусмотрено еще 4 километра. И на 23 год до путепровода, это объезд Моздока, и тот конец автомобильной дороги. То есть в 2024 году планируем все 54, из них 14 километров сейчас в нормативном состоянии, объезд Моздока. И к 2024 году планируем, что вся дорога будет в нормативном состоянии. В Моздоке премьер побывал в парке Победы. Его реконструируют в рамках всероссийского конкурса «Малые города. Исторические поселения». Район выиграл почти 90 миллионов рублей. На эти деньги благоустраивают зону отдыха. Работы завершат к 9 мая. 9 мая у нас вот эта часть полностью будет в этой стороны все завершено. К 9 Где мая. останутся еще? Где озеро, там может асфальт чуть-чуть останется. Это асфальт будем делать там. После Борис Джанаев провел совещание, обсудили социально-экономическое развитие района. В программе 11 пунктов, в том числе реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, строительство школ, детских садов и не только. Председатель правительства поручил Минэку взять вопрос на контроль, подготовить подробную документацию и представить ее в федеральный центр. Алана Томаева, Давид Битиев. Новости Осетии. Больше 1200 бюджетных мест в среднем профессиональном образовании появится в республике в новом учебном году. Такое поручение Минобру дал глава Сергей Миняйло. А еще откроют 11 новых направлений обучения. Министр профильного ведомства Элла Алибекова отметила, выпускники школ все чаще выбирают для себя среднее профессиональное образование. Число ребят, которые поступают после 9 класса в техникумы и колледжи, с 2018 года выросло на 35%. А трудоустройство напрямую зависит от качества обучения. Поэтому в республике обновляют программы и материально-техническую базу. В этом году из регионального бюджета выделили 50 миллионов рублей на дооснащение и создание мастерских. 12 откроют по нацпроекту образования в направлениях искусства, дизайна и сфера услуг, информационно-коммуникационные технологии, строительство, сельское хозяйство и социальная сфера. А из федерального бюджета на современное оборудование выделят еще 61 миллион. Всего в республике до 2024 года создадут 39 мастерских по стандартам WorldSkills. Также по инициативе Сергея Миняйло налаживается тесное взаимодействие средних специальных учебных заведений с работодателями, в том числе в формате образовательного заказа. Печальная новость. На 92-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Виктор Сабеев. Ему было всего 12, когда фашисты оккупировали Дегору. Несмотря на возраст, он стал связным между партизанами, тем самым помогал красноармейцам. Получил 2 ранения. После прохождения курсов саперов занимался разминированием. Служил на космодроме Байконур и входил в поисковый отряд. Долгие годы Виктор Айтекович был заместителем председателя Совета ветеранов республики. Активно занимался патриотическим воспитанием молодежи. Неоднократно участвовал в Параде Победы на Красной площади. Был соавтором нескольких томов сборника «Солдаты Победы», а также цикла книг «Сыны Осетии. В Великой Отечественной войне». К другим темам. В Владикавказе вновь представили спектакль «Кармен». Постановщик – известный хореограф Анжелика Холина. Музыкальная драма раскрывает историю любви и гибели героев – солдата Хозе и цыганки Кармен. Осетинский зритель уже знаком с этой постановкой. В 2016 году спектакль собрал полные залы на сцене Североосетинского драматического театра имени Владимира Тхапсаева. Как и тогда, роли исполнили студенты Республиканского колледжа культуры. Все костюмы выполнены по эскизам, предоставленным Вильнюсским театром танца Анжелики Холиной. Выход на сцену — это волнительно, несмотря на то, что первый раз или 10-й раз все равно ты переживаешь, волнуешься, тем более как уже артистка театра. Это, конечно, немного уже другая ответственность, и хочется сделать все хорошо. Проект, который подарила Анжелика Холина лет, наверное, уже 5 назад, когда она была здесь, гостила у нас, и вот такой щедрый жест она продемонстрировала нашей республике, нашим детям. Любит Кавказ, любит Осетию, любит наш народ и наших детей.
Искусство как панацея. В Северо-Осетинской государственной филармонии прошел концерт для вынужденных переселенцев из Донбасса. Гости в полной мере смогли прочувствовать глубину и красоту осетинской культуры. А чтобы тоска по дому была не такой сильной, им исполнили русские народные песни. Своими эмоциями поделились с Сабиной Гатаговой. Каждая песня здесь создает особое настроение, заставляет то грустить, то радостно подпевать артистам. С чем-то они слышат впервые, да еще и в живом исполнении ансамбля. София Шабатко очень любит музыку, в родном городе часто ходила на концерты. Так ближе удается познакомиться с культурой разных народов. Вот и в этот раз осталась под большим впечатлением. Композиции очень яркие и красочные. Мне все очень понравилось. Представила, как я была с родными, как мы отдыхали вместе. Переживали и сами артисты. По их словам, это особая ответственность. Очень важно отвлечь ребят и подарить им положительные эмоции. Постараемся выложиться, так сказать, на все 100%, чтобы понравиться детям, чтобы оставить хоть какое-то впечатление о себе. И создать некий уют, тепло для детишек хоть на некоторое время. Чтобы разлука с домом не была такой горькой, гостям из ДНР и ЛНР исполнили и народные песни. Жители Донбасса долгое время оставались отрезанными от обычной жизни, поэтому необходимо, чтобы они почувствовали себя абсолютно счастливыми и забыли обо всем, что с ними произошло. Маленькая филармония тоже свою лепту мира и добра вносит. Сейчас здесь они переселились, чтобы не слышать ни взрывы снарядов, и вот чтобы они как-то забыли это. Просто немножко радости принести этим детям, которые пережили столько, сколько другие даже в книгах не читали. Зрители тепло встретили музыкантов, долго аплодировали и благодарили за выступление. Сабина Гатагова, Хета Гапоев. Новости Осетии. Невероятная легкость и грация – отличительные черты каждой гимнастки. Но за изящными выступлениями стоят часы упорных тренировок и годы работы над собой. В школе эстетической гимнастики «Аделика» вот уже 4 года занимаются спортсменки от 3 до 10 лет. Такие юные, такие целеустремленные. В их копилке уже есть золотые медали и красивые победы. В гости к чемпионкам пришла моя коллега Алана Тамаева. Не по-детски усердные и целеустремленные эти девочки выкладываются на каждой тренировке на 100%. Движения четкие и слаженные, не забывают и про эмоции. В школе эстетической гимнастики «Аделика» занимаются спортсменки от 3 до 10 лет. Групп много, но выступают на соревнованиях 3. К каждому турниру относятся очень серьезно. Мы очень сильно тренировались, мы старались выступить хорошо. И мы все старались тренироваться, тянуть стопы, делать все синхронно. В школе почти 4 года. За это время девочки завоевали десятки наград. Недавно стали лучшими на открытом городском турнире по эстетической гимнастике в Ростове-на-Дону и турнире в Краснодаре. На днях выиграли золото и 2 вторых места в Нальчике. Без соревнований сразу девочки, конечно, сникают. Им нужно постоянно эта конкуренция, им нужно постоянно выходить перед публикой, выступать. Потому что в зале это одно перед тренером, когда зрители, немножко бывает и волнение. Вот. Поэтому это опыт колоссальный. Поэтому мы очень рады, когда у нас часто проходят соревнования. Впереди еще несколько соревнований, потом летний сбор и постановка новых упражнений. Для этого пригласили специалисты из Москвы. Пока остальные дети отдыхают, эти девочки трудятся в усиленном режиме, чтобы из раза в раз покорять все новые вершины. Алана Тамаева, Александр Каджаев. Новости Осетии. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.